Здравствуйте, вас приветствует компания «Не наказывайте наших детей за политику». Цель компании – привлечь внимание международного сообщества, иностранных правительств и белорусских властей к тому, что дети и молодежь из Беларуси становятся заложниками изоляции и санкций, хотя и не несут ответственности за действия государства и оппозиции. Проблема. Белорусская молодежь лишена возможности учиться, путешествовать и участвовать в культурных и образовательных обменах. Семьи не могут видеться с родственниками из-за визовых барьеров и отсутствия транспорта. Дети оказываются в ситуациях, когда их разлучают с родителями во время поездок, как в случае с Северным Кипром. Это нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка, ратифицированную Беларусью и всеми странами ЕС. Почему нарушают закон? Статья 9 Конвенции ООН о правах ребенка. Ребенок не может быть произвольно разлучен со своими родителями. Статья 10. Государства должны содействовать воссоединению семьи. Статья 28. Ребенок имеет право на образование и доступ к международному сотрудничеству. Европейская конвенция о правах человека, статья 8. Право на семейную жизнь. Эти обязательства должны выполняться независимо от политики Минска и Вильнюса. Мы запускаем социальные связи с хэштегом «Не наказывайте наших детей», «Дети не заложники», SOS Belarus Kids, «Защитите белорусских детей». Наш контент, личные истории семей, имена не разглашаются в целях безопасности. Видеообращения родителей, фотографии, документы и описание случаев. Мы создаем открытые письма в ЮНИСЕФ, ЮНХКР, Amnesty International и Европейскому парламенту с требованием создания гуманитарных коридоров для белорусских детей и молодежи. Мы штурмуем средства массовой информации с требованием освещения проблем у белорусских детей и молодежи. Рассылаем пресс-релизы для публикации в белорусских и международных СМИ. Принимаем заявки для освещения реальных случаев, например, кипрской истории. Мы приветствуем партнерство от белорусской диаспоры за рубежом, правозащитных организаций, студенческих и молодежных инициатив, а также правительственные и оппозиционные силы. Наша кампания «Не наказывайте наших детей за политику» открыта для всех. План наших действий и этапы. Запуск. Эмоциональное видеообращение родителей и детей. Мы не виноваты. Социальный флешмоб. Люди публикуют фотографии с надписью «Не наказывайте детей» на своих родных языках. Обращение к международным организациям и правительствам с требованием создания гуманитарных коридоров. Пресс-конференция диаспоры в Брюсселе, Варшаве, Клецке. Мониторинг и информирование о случаях нарушения прав белорусских детей. Мы дети из Беларуси. Мы хотим учиться, путешествовать, увидеть мир. Но они держат нас в заложниках. Они наказывают нас за то, чего мы не делали. Мы не политики. Мы родители, которые хотят безопасности и будущего для своих детей. Наши дети разлучаются с родителями на границе. Им отказывают в визах. Они не могут видеться с бабушками и дедушками. Наши дети остаются без помощи на границе с Евросоюзом. Им отказывают в обеспечении безопасности только потому, что они белорусы. Наши семьи не могут сесть на самолет или поезд, потому что транспорт просто не работает. А даже если мы доберемся, нас могут остановить только потому, что мы из Беларуси. Недавно белорусские дети остались одни в аэропорту, без родителей, без помощи. Это нарушение всех законов и гуманности. Пожалуйста, не наказывайте наших детей за политику. Когда мы оказываемся за границей, мы не можем чувствовать себя в безопасности. На вопрос «Откуда вы?» достаточно ответить «Из Беларуси», чтобы услышать «Вы не имеете права здесь оставаться». Я хочу навестить бабушку и дедушку, но мы не можем сесть на самолет. Рейсов в Беларусь нет. Мы не можем сесть на поезд или автобус, не стоя в очередях несколько дней. Почему? Мы хотим учиться, встречаться с семьями, быть в безопасности. Нас нельзя наказывать только за то, что мы белорусы. Мои дети растут без возможности ездить в лагерь, путешествовать и видеть мир. Их наказывают не за поступки, а просто за то, что они белорусы. Я не могу отвезти сына к врачам в Европу. Нет ни самолетов, ни виз. Он страдает, а политики продолжают играть в свои игры. У моей сестры родился ребенок, но я не могу поздравить ее. Визовые барьеры сделали семейные связи невозможными.
Мой лучший друг живет за границей. Мы не виделись 5 лет. Звонит, но я не могу приехать. Не пускают. Это изоляция, а не жизнь. В чем здесь спекуляция? Дети не несут ответственности за политические взгляды своих родителей, но их жизненный путь становится инструментом шантажа и контроля. Власть демонстрирует: лояльные получат премии, а нелояльные будут наказаны через детей. Оппозиция якобы борется за демократию, но когда возникает конфликт политического интереса, то они идут на попятную и переступают даже через детей. Это нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка, статья 2, запрет дискриминации. Получается, что дети в семье так званых лидеров могут стоять на высокой социальной позиции, а дети всех остальных белорусов должны жить под санкциями. Где справедливость? Сегодня мы имеем уже более 30 различных каналов связи между белорусами и свыше 100 семей в Беларуси и за рубежом, которые заявили о своем желании участвовать в нашей кампании по защите интересов детей и по снятию барьеров и санкций, направленных против них. Мы говорим открыто: дети не виноваты в политике, и они не должны страдать от визовых ограничений, от разделенных семей, от риска депортаций и от унижений на границах. Если нас каждый день будет становиться в разы больше, мы сможем добиться перемен. Мы сможем создать прецедент, чтобы белорусские семьи чувствовали себя защищенными, а права детей уважались повсюду, и в Беларуси, и за ее пределами. Это вопрос не только прав человека, это вопрос нашей будущей Беларуси. И чем громче будет наш общий голос, тем быстрее нас услышат.